Я думаю, это очень хороший. Давайте похлопаем друзья. Ну вот, в вашем возрасте я думал, когда вот старшие говорили, в нашем мире все символично, все зашифровано, нужно как-то овладеть какими-то знаниями. Вот, например, единица, алфавит. Это же тоже символы, это шифры, можно сказать. Чужой, скажем, вот мы пользуемся кириллицей. Раньше вот Запад пользуется латиницей. Не зная вот алфавита, люди чужим трудно разобраться, в чем дело и как это все расшифровывается. Вот. Сказка – это зашифрованный материал, можно сказать. Потому что с течением времени многое забывается, даже приукрашивается немножко. И вот мы наяву можем наблюдать, как Вторую мировую войну для нас, для России, это Великая Отечественная война, немножко фальсифицируют, Запад под себя переделывают. Сейчас хотят Сталина сравнять с диктатором, с агрессором, как на уровне Гитлера. Мы должны знать свою историю, помнить свои истоки, сказки должны знать свои сказки. И вы вот подрастете, будете все это знать и своим детям должны будете пересказывать. Вот. Ну, у меня есть анимационные фильмы о символах Чувашской республики, города Чебоксары. А то можно включить вот символы, легенды о символах. Сначала посмотрим, потом продолжим, наверное, разговор. Шага шудатынчыне хиве шудатса ушутса дырать. Унын пичешенче пятамченче ешереть, аталанать, илемленеть. Авалги чуваш халық юма хала бізінче, чон малдан виші хивел пулны тизе каланы пул. Виші шылдыр пирки чуваш ыдарлын шаплата онландарать. Вазем иртня кун, паянки кун, тата ыранки кун шылдырызы. Е тата шапларах, эбир пулны, пур, пулат пыр. Эдем шершинже бурунат. Чувашында шага шудытын жере хой бурунаган вырын бурун. Шершинже ытты нумай живыш куруппа бірле, бір азамлы живыш үсет. Ол бурны живыши, ама живыш. Жере живышын, туратты земде пулаш. Шак бурны живышын палы зембе, чуваш зем хайзен патшалық символизене үгеріне. Варинде живышын деп пулли, Чуваш республикиде бурунаган Чувашсене палырдать. Республика тулашынде бурунаган Чувашсене, иге айкинчи пысык туратсем палырдашы. Васем пирин асла шаршы вымырын, ирте шарасенже тымар яны. Андахта васем пурбарен, Чуваш кулма брахман. Чуваш шаршывынде тата ытты нумай, тәрлі халықшынызем бурынашы. Васене тяп булубашчыгын ман, икеенди туратсем палырдашы. Шапла вара, Чуваш патшалықне палырдаган символ пулзада тоджа. Сары бахерлі тәссем, васем Чуваш таринже анлы усогураган тәссем. Комыл дуйма палырдаган. Историй тада культуру уйрымлығызем. Сары вол илемлі, лайық. Сары чечек, сары хер. Хала ғымырын үтті юма хала бізенде, сара кун, пурендіне лайық илемле шершивы, дені бур. Человек, вот по моему убеждению, по моему разумению, ну это сейчас мало кто отрицает, является творением Бога. Бог есть, мы, вот, женщины, мужчины, мы дочери и сыновья Бога. Являясь таковыми, мы имеем тоже энергию. Мы можем созидать, можем уничтожать тоже. Человек умеет согревать, умеет смотреть согревающим взглядом. Вот, на собаках вы могли наблюдать. Вот собака
показывает свою радость, хвостом виляет, да, и в общем, мы чувствуем настроение собаки. Вот. Человек умеет согревающим взглядом смотреть. Вот недавно узнал, что слоны чувствуют негативное к нему отношение. Поэтому они агрессивно могут среагировать на какого-то человека. Ну, и многие животные, я тоже думаю, такие не чувствуют, возможности имеют, какое к ним отношение имеет человек или там еще кто-то другое животное. А человек, он верх творения, венец творения Бога, поэтому он много чего может. Вот, например, говорят, у чувашей было много богов, говорят. Я думаю, это неправильно, потому что вот и в сказках, и в мифах наблюдаю, день Пертур, говорят. Один высший, Всевышний, говорят. А остальные, вот, скажем, Пигамбар, Херцур, Силь, Тура, Аслади, Кебе, ну и остальные божества, ну, иногда говорят божества, иногда говорят боги, это, мне кажется, только образы. Люди сообща собирались, вот кто участвовал на демонстрации бессмертного полка? Многие, наверное, да? Или никто не выходил? Я, например, вышел и активно принимал в этом участие, я ура кричал, а когда вы ура закричишь, кто-то тебя подхватывает, особенно тогда чувствуешь, какую силу, какую энергию имеют люди, когда их много. И по телевидению показывали, я вас видел там. Да? Да. Ну вот я активно там кричал, ура, и подхватываю, и сам начинал кричать ура. Вот когда вот, особенно на демонстрации активное участие принимаешь, и за тобой кто-то стоит, или ты за кем-то идешь, это особенно чувствуется. Вот, сила, когда много людей, это сила, это большая энергия. Вот я думаю, общиной несколько деревень собирались люди и создавали образы, скажем, Аслади. Для чего Аслади использовали? Когда сухая погода, вызывали дождь. Вот при помощи Аслади. Это один момент. Вот скажем, Пигамбар. В лесу или в поле, когда на людей нападали дикие животные, ну, могли напасть, да? Люди должны были говорить: Пигамбар холодит на худча. Пигамбар, уйми своих подданных. Тогда появлялся белый большой бог и прогонял вот этих диких животных. А опять же, люди сообща собирались все вместе, общины, там несколько деревень, там 10, может быть 20 деревень, и сообща создавали образ, который впоследствии им помогал. Вот, ну, вот от диких животных защищал, например. И потом тюлечи, например, создавали для того, чтобы беременные женщины могли легко облегчить. Ну, не облегчить, ну, родить ребенка, да? Вот. Вот тюлечи помогал разродиться. Вот таких, это что это? Это инструмент. Люди создавали, вот говорят, вот это язычество. Ну, это, наверное, по-всякому можно назвать, но это полезные инструменты. Вот, например, мы велосипед создаем, да, люди создают, трактор, машину создают. Для чего? Чтобы легче было жить, легче облегчить свою работу на земле, например. Ну, это немножко другого характера инструмент, но это все-таки, мне кажется... Это просто духовный инструмент, Владимир Петрович, да? Потому что это вот механические инструменты, трактор, там, коса и так далее. А это духовный инструмент, потому что есть у нас вот именно физические тела и духовность. Вот философия же категории, две категории. Поэтому для духовного роста, для духовного обогащения они и придуманы народом. Говорят, церковь имеет крестообразную форму. Если церковь смотреть, имеет крестообразную форму. Вот эта форма, говорят, способствует накоплению энергии. Вот моя бабушка говорила, она до 90 лет прожила, говорила, когда я в церковь иду, получаю, мне, говорит, легко становится. Я получаю, как бы вот силу, энергию получаю. Садитесь, пожалуйста. Вот. Вы не замечали, в церковь кто ходит? В основном пожилые люди ходят. Вот они себя хорошо чувствуют в церкви, и поэтому стараются туда ходить. Ну, пожилому человеку, конечно, в клубе, ну, как бы, не очень так. Ну, правда, в городе ДК, там всяких своих клубы не собираются. Ну, в основном ходят пожилые люди, а у молодого человека и так энергии полно. У него в крае живет, можно сказать.
Поэтому он пока церковь ходит, ему нет необходимости, он ничего не боится, он здоровый, здоровый человек живет, или живет, бегает и творит. Вот. Но человек имеет энергию, вот в одном примере еще могу рассказать. В одной семье, где-то, ну скажем, пускай в 19 веке было, да, родители уехали куда-то на какое-то торжество, дома остались дети, скажем, вашего возраста, чуть младше, может быть, оставались. И поиграв там в молодежные игры, думают, что еще делать? Давайте во взрослой жизни, так, поживем, во взрослой жизни поиграем. И решили жертвоприношение чурбану. Вот чурбан, где дрова колят, да? Жертвоприношение принести. И сотворили все это дело. Наступил другой день, родители вернулись обратно. Но через год дети в этой семье начали болеть. В чем дело? Никто не может разобраться. По-всякому лечат, но дети не выздоравливают. Пошли к Юмзе, к знахарке пошли, да? Юмуш, говорим по-чувашски. Юмуш говорит, наверное, знающая свое ремесло была женщина, говорит, в ваше отсутствие, говорит, ваши дети принесли жертву чурбану, этот чурбан заимел, стал как вот энергетической сущностью, и теперь, чтобы не погибнуть, но вот я упустил тот момент, когда вот общины собирались чуваши, они через год, или там через 2, или через 3, или 5 лет собирались опять периодически и вот этим образом силу как бы обновляли, чтобы вот эти образы, скажем, Кылюкша или там Пегамбар, у них энергия, она же, наверное, тратилась, когда люди использовали вот эти образы. И периодически, через год, через 2, там, через 5 лет им новую энергию как бы отдавали свою. Вот, почему вот эти чувашские образы они пропали? Потому что на чувашскую землю пришла религия христианства, люди начали другими делами заниматься, другим путем пошли как бы, да, в христианство пришли. И из-за ненадобности, из-за того, что вот, люди перестали свою энергию отдавать вот этим образом, вот эти образы они почти пропали, исчезли. Люди про них начали забывать. Поэтому они не имеют силы, не имеют энергии. Вот почему говорят, чувашские боги потратили свои силы, свое влияние. Переходим опять к легенде. Чурбан, чтобы окончательно не потерять свою энергию, требует еще жертвоприношения. Ну, это дело уладили, как-то нейтрализовали этот чурбан, может даже сожгли, и дети выздоровели. Вот это опять же говорит, даже дети, имея энергию, могут что-то создавать энергетическое. Один врач, женщина, раком больна была. Вот она выходила как во двор в больнице и там обнималась с деревом обнималась и там общалась с этим деревом. А дерево, особенно дуб и кедр, говорят, кедровая сосна, имеют свойство накапливать энергию, потом, когда кому-то такая энергия требуется, могут отдавать энергию. Вот. Эта женщина через какое-то время выздоровела, у нее рака не стало. Вот даже слово, любое слово человека может, ну, когда, скажем, себя похвалит, вдохновление наступает, там, радуешься, что-то хочется хорошее сотворить, а когда ругать будет, настроение портится, даже говорят, вот вампир меня там, вот этот человек вампир меня там, мою энергию забрал. Бывает так, да? Потому что человек имеет и вдохновлять может, и энергию может забрать. Это опять же, ну вот, наверное, это служит доказательством того, что человек является творением Бога. Вот поэтому не только у чувашей, у многих, особенно на Востоке, почитают родителей и пожилых людей, потому что родители это как бы вот в сравнении вот с деревом. Дерево имеет корни. А родители тоже, они, это наши истоки, да? Откуда мы жизнь получали, откуда мы энергию получаем. Ну, сейчас, скажем, даже в продуктах мы до сих пор из деревни, они, родители, обидятся, если мы у них что-то там яйца не заберем, молоко у них не возьмем. Они обижаются, вот, забирайте, давайте, у нас же есть молоко, там корова еще даст, принесет молока.
Вот это опять же как корни можно сравнить, корнями деревьев. Поэтому, когда родители проклинать нельзя, даже вот, хоть когда вот молодые люди, может такой момент наступить, там из уст, например, как бы ненароком слова проклятия могут вырваться. Не делайте этого, потому что проклятие она достигает цели, но половина обратно возвращается. Поэтому как люди должны бояться, и боятся, кто в этих делах разбирается, проклятия родительского. Родительское проклятие обязательно достигает цели. Потому что это корни наши. Когда через корни поступает негативная энергия, плохая энергия, ну, что может с человеком случиться? Человек зашахнет и все, и умрет. Поэтому почитать надо родителей, ну это в разумных пределах, конечно. Вот. Ну и всех остальных людей. Ну вот говорят вообще, что любое сказанное слово, любая помысленная мысль, она не пропадает. В эфире, в космосе, говорят, хранится все это. Поэтому появилось выражение «рукописи не горят». Почему не горят? Потому что вот я замыслил там что-то хорошее там, или о чем-то задумался, и мне пришла хорошая идея. Там что-то я сотворил, например, и эта идея у меня не пропала, она где-то в космосе хранится. И кто, скажем, в этом направлении будет думать, он вот эту идею может поймать для себя, если вот с космосом иметь контакты. Может эту идею поймать и как свою идею в жизнь воплотить, например. Скажем, дом нужно построить. Дом нужно построить, скажем, на каменистом месте или на болоте. Ну, может случиться так, что на болоте, да? А человек не знает, какой фундамент нужно заложить для болотистого места и для каменистого места. Вот он будет думать, размышлять, и из космоса ему вот эта идея, в котором виде может к нему прийти. Менделеев Дмитрий Иванович во сне увидел таблицу, периодическую таблицу химических элементов. Я думаю, это у него просто, потому что он был химик, в этом направлении размышлял, думал, увидел в эфире во сне, где-то он достал его, записал. Вот когда мы учились, Анатолий Сергеевич, у вас сколько там элементов было, когда вы в школе учились? Если честно, не помню. Где-то 104-105 вроде, мы когда учились. 104, да, 105 или 106. А сейчас вроде 110 там, с лишним, да. Около 120 может быть, я тоже не знаю. Да. Опять новые находят. А Дмитрий Иванович Менделеев, он как химик запомнил, и это используя свои знания, он это написал. Да, таблицу готовую написал, и потом, вот, опять же, это ученые, они же на месте не стоят, все это вписывают в эту таблицу. Сказки и мифы меня всегда интересовали, интересуют до сих пор. Когда задумываешься, вы тоже задумываетесь, например, какая-то у вас проблема есть, думайте в этом направлении, и решение вашей проблемы, какая-то если у вас проблема, решение проблемы придет обязательно. Просто надо думать. Вы видели фильм, например, «Три солнца»? Это не просто, понимаете, «Три солнца», а Чувашия расположена в таком месте. Вы просто никто, вы, конечно, я счастлив, что это солнце я всегда видел зимой. Когда мы были молодыми, морозы были ай-яй-яй. 50. И понимаете, начиная с 40 градусов мороза, появляется вот это у нас территория Чувашии, появляется три солнца. Средний имеется в виду самое сильное в середине которой, и с двух сторон такие обтекающие, такие, понимаете. Ну, кто-нибудь видел, может быть, это зимой было. Но они появлялись очень часто. В детстве мы так хорошо запомнилось мне. Вот это, понимаете, чувашская символика не просто так придумана. Почему? Я 38 лет жил в Архангельске, ни разу нигде не видел этого солнца, потому что там совсем другая погода. Потому что зависит там погода, влажная погода, понимаете, а здесь у нас ведь морозы стоят, но влажности нет. Доходит до чего, понимаете, 30 градусов температуры и влажность 30 градусов. Вот и появляется это солнце. Только это символика, которая касается чувашской. Молодец, Владимир Петрович, что сразу вот это взял символики 3 звезды, это всегда... Ну это уж Элиюев придумал для Чувашской республики. Конечно. Это и сказки, и мифы, все это, потому что она мировоззрение Чувашии. это не только сказка, это не только миф, это наяву появляется.
Каждый из нас в детстве читал сказку или смотрел мультфильм о царевне-лягушке. Поистине волшебная сказка. До поры до времени вы тоже думали о ней как о сказке. Но в свете последних научно-технических достижений многие чудеса из этой сказки можно объяснить. Нужно вначале оговориться, что у этой сказки есть множество текстовых вариантов, 2 мультфильма и 1 художественный фильм. Нам представляется, что царевна-лягушка и Кощей Бессмертный из другого, более продвинутого мира или иного времени. На каком основании можно прийти к такому выводу? Давайте разбираться конкретно в деталях. Кощей по статусу стоит намного выше Василисы. Так зовут царевну-лягушку. В текстовом варианте Кощей – отец девушки, а в мультфильме 1954 года очень пожилой дядька, который сватается к девушке. В первом случае Василиса подвергается репрессии со стороны отца из-за своего ума и мудрости. Во втором случае Василиса отказывает всемогущему дядьке в замужестве и опять попадает в опалу. Кощей имеет очень большую власть и, являясь чуть ли не всемогущим, он способен одну материю превращать в совершенно другую. Представим, что это на уровне алхимии, или Кощей является высокотехнологичным инженером. В наказание Василису на некоторое время превращают в лягушку и квакушку. Возможно, что она так и есть. Но мы можем допустить, что она просто-напросто могла в течение 3 лет ходить в образе обыкновенной лягушки, изображала из себя лягушку, носила соответствующую одежду. Должно быть, она после завершения срока наказания не видела хорошей перспективы в своем обычном мире и решила перейти в мир людей того времени. Поэтому подобрала стрелу искателя невесты. Для тех, кто не знаком с сюжетом сказки, 3 брата пускают стрелы из лука. Кто стрелу подберет, того они и замуж берут. Заметим, не простого парня, а стрелу царевича поднимает лягушка-квакушка, который имеет в обществе людей положение и, в случае чего, может реально защитить девушку. В художественном фильме «Василиса Премудрая» младший из сыновей Иван тоже имеет высокий статус в обществе людей. Недаром за его братьев замуж идут дочери дворянина и купца. Василиса подбирает стрелу Ивана-Царевича незадолго до завершения срока наказания. Решись она на все это позднее, такого случая больше не представится. Как у нас в России говорят, жениться-то так только на королевне. Здесь у нас все наоборот, но суть от этого не меняется. Из известной нам современной техники громко шумят и грохочут вертолет и бронетранспортер. Вряд ли Василиса прибыла на вертолете или БТР. Но может быть у автомобиля специально отсоединили глушитель, чтобы уж точно обратили внимание на ее коробчонку авто. Возможно, она с прибытием просто громко газанула и просигналила. Ну вот, появляется она. Красавица, каких свет не видывал. Ни словом сказать, ни пером описать. Конечно. С современной косметикой и после классного парикмахера кто угодно красавицей станет. И еще гардероб, если шикарный. Но мы вполне согласны с тем, что Василиса имела от природы необыкновенную красоту и грацию. Мы полагаем, что игла в яйце – это процессор на материнской плате. Утка и заяц – оперативная память и жесткий диск соответственно. Ларец – системный блок, высокое дерево – антенная система большой глобальной сети. В мультфильме Баба-Яга снаряжает царевича в воинские доспехи и вручает ему крылатого коня. Полагаем, что это нужно понимать как снаряжение электрика к работе. Хотя высокотехнологическую электронику можно раздолбать и большим молотом, лишь бы черенок был диэлектрическим. Под крылатым конем можно предположить небольшой скутер из «Звездных войн». В нашем современном мире еще нет подобных летательных аппаратов, но в сети интернет уже видим первые удачные испытания реактивных ранцев для полетов. В мультфильме на битву с Иваном-Царевичем Кощей прилетает, превратившись в ворона. Это он, похоже, облачился в ранец для полетов. И еще неизвестно, чей летательный аппарат больше продвинутый, у Кощея или Иванушки. С другой стороны, никто не утверждает, что события в сказке происходят именно на уровне развития нашего современного мира. Кто знает, может быть уже через 50 лет наши потомки будут говорить, что в сказке пользуются устаревшими технологиями в сравнении с тем, что у них имеется. И вообще, все это похоже на то, что данное событие рассказал нам современник Ивана-Царевича, который понятия не имел о некоторых вещах. Он знал основные моменты всего произошедшего, но не знал, как называются те или иные детали. Поэтому рассказчик все события подогнал под известное ему лекало. Думаем, что Василиса, затем уже и Иван-Царевич не стали распространяться об истинном происхождении Василисы Премудрой. Зачем им лишние вопросы? По сюжету со сломом иглы Кощей умирает. Его дворец и все великолепие разрушается. Василиса освобождается от гнета и с Иваном-Царевичем возвращается домой. И жили они долго и счастливо. В сказке не говорится, был ли Кощей единственным могущественным в своем краю, или там их много таких было.
Полностью ли отказалась Василиса от возможности своего мира или что-то с собой привнесла уже в другой? Судя по сказке, знаем, что она не глупая, и можем надеяться, что поступила весьма мудро. С тех пор царство Ивана Царевича и его супруги Василисы Кощеевны стало супердержавой, и она называется Россией. Баба-Яга тоже имеет неслабые позиции в этом мире. После крушения власти Кощея она могла занять ведущую роль в своем мире. Она или ее потомки могли появиться в нашем мире в соседних наших государствах. Всего этого мы не знаем, и это уже другая сказка. Нам остается только догадываться и фантазировать на данную тему. В таком виде я его расшифровал. Возможно, другие варианты. Вы тоже подумайте. Может, альтернативная расшифровка сделается. Буквально на слово, если можно. Сейчас у нас современные технологии очень сильно развиты. У нас, наверное, в любом доме от 100 и выше каналов. Я всегда с интересом смотрю, например, РЕН-ТВ с Игорем Прокопенко, и очень оригинальные версии есть. Но вот такую версию пересказа сказки я никогда нигде не видел. Вот это абсолютное новшество, Владимир Петрович. Это, вот за это тебе в первую очередь большое спасибо. И второй пункт. Ты всегда вот любые темы обязательно связываешь или этносом, то есть чувашской нацией, или родиной, то есть с Россией. Это тебе вторая благодарность. И третье, вот всегда, вот как педагог, наверное, все-таки же, у тебя работы, они сугубо педагогичные. Педагогичные в том плане, ты даже вот всегда смотришь позитивно тех самых отрицательных героев, как Кощей Бессмертный и даже Бабу-Ягу. Ну вот видите, но в то же время все-таки же есть у чувашей Херемегалан-Кенемель, и, конечно, кто понимает, они должны знать, ага, все-таки же и Кощей, и Баба-Яга, они все-таки же противники добра, получается, правильно? И они ушли из России, и наверняка уже они точат свои когти. Вот и в этом есть педагогичность. И когда уже четвертый пункт, наверное, ну когда вот именно добрые сказки, иногда даже и не слишком добрые сказки, мы сравниваем и проводим параллели с современным миром, скажем, опять-таки с процессором мира. Очень понравились вот эти сравнения, я смотрел на своих студентов, они тоже, раскинув рот, слушали. Это вообще супер. Вот этого я, как на российском телевидении и на других каналах, я просто не видел. Вот и пятый пункт, большое спасибо, очень познавательно, очень интересно. Ну, вроде бы я уже в журналистике более 40 лет, только в журналистике, но в педагогике более 30 лет. Для меня это практически абсолютное новшество. Я вот, если честно, рад, что привел своих студентов, я сам пришел. Успехов в вашем творческом поприще. Потом, скорее всего, выскажутся не только старшие товарищи, но мои молодые друзья, студенты Чебоксарского профессионального колледжа. Успехов. Ну, Анатолий Александрович, неужели ни к чему придраться? Что ты можешь делать? Если честно, нет. Это вот чисто вот педагогический фильм. Чисто педагогический фильм. Тем более, если берется вот именно добрая, хорошая русская, народная, тем более сказка. Там персонажи. Ты там, естественно, берешь и из мультфильма, и из фильма. Это все ты в купе анализируешь, скажем, сопоставляешь в современном мире. Вот в чем суть. Вот главная радость в этом. А выше ты сам сказал, когда говоришь добрые, это на сердце лучше. Поэтому, если честно, для педагога, для журналиста я к чему-либо придраться не смог найти. Это опять-таки, это 1А, наверное. 2А, вот мы ведь учимся именно на доброте. Чем больше добра мы отдаем людям, чем наверняка мир становится добрее. У нас все-таки же и Россия становится добрее, я хочу сказать. И на основе своих слов я хочу, чтобы мои молодые друзья-студенты тоже были добрее. Не только друг другу, к миру, скажем, к своему городу. На этом учимся, чтобы они вот по экологии, скажем, не бросали мусор куда попало, чтобы они берегли свое здоровье, скажем, пускай хотя бы не курили и так далее и тому подобное. Можно продолжить. Поэтому вот именно ваш фильм, Владимир Петрович, это учит добру. Вот, и заставляет еще думать, вот, самое главное, это заставляет думать, елки-палки, ну правда же, смотрите, технологии, самолеты и так далее, и тому подобное. Если человек умеет анализировать, то он к этому и придет. Что могу сказать? Мы постоянно совершенствуем.
принципе, конечно, любую работу можно и в пух и прах разносить, но тоже можно и возвеличить. Ну, наверняка есть какие-то погрешности. Ну, еще раз повторяю, я их не видел. Поэтому успехов. Спасибо. Я счастлив второй раз смотрю, это не второй раз, а третий раз смотрю этот фильм. Владимир Петрович мне специально прислал домой, я получил. И третий раз мы смотрели этот фильм, когда мы сидели с внуком, вот тогда и мне сказал. Я даже удивился о том, что, понимаете, Владимир Петрович, я единственное могу сказать о том, что у вас душа еще сохранилась вот та, которая, понимаете, еще молодая совсем. Чистая душа. Чистая душа. Почему? А вот после просмотра фильма, хотя я мне внук сидел долго-долго, ничего не сказал, а потом мне начал выкладывать. Во-первых, это, говорит, сон самого режиссера. Я согласился. Это своеобразный сон. Я мог видеть этот сон, другие могли, вы могли видеть такой сон. Но этот сон, понимаете, не только что-то забытое, что-то, понимаете, старое, а этот сон, как должно быть вроде. Вот начинается, я говорю на одном языке, я начинаю говорить, понимаете, что вот эта сказка тогда-то, тогда, он говорит совсем на другом языке. Между нами, понимаешь, никак не связано, никак не получилось такой, понимаете, разговор. А он понял больше, чем я, этот фильм. Сколько лет внуку? А? Сколько лет внуку? Внук 14. Да, он понял этот. Для него, конечно, это сегодняшний компьютер, для него, понимаете, многие вещи, намного там, смартфоны, еще, это для него это игрушки. Он поэтому хорошо понимает этот фильм. А для меня, чтобы понять этот фильм, понимаете, мы ведь привыкли, выросли мы на этих сказках. Никуда не денешься от них, понимаешь, это нет. Потому что я помню, в 8 классе учился, я ходил из сказки, понимаете, библиотека брал, мне библиотекарша ругала. Что за это такое, понимаете, на сказках растешь. А вот вырос, что поделаешь. А вот эта сказка, как раз, которая, понимаете, в сегодняшнем виде показывает, наверное, молодежь именно такого, наверное, хочет. Именно такого, потому что по-другому ему не понять, почему, как это получилось. Какой-то Кощей сидит, понимаете, у него жизнь где-то там, иголочка, говорит, целится, утка, понимаете, в зайце, еще там. Ну, такое не бывает. Сегодня еще атомное оружие, чик, и готов. Он не понимает, со мной рассуждает, сидит. Чего там иголочка ваша? То есть, вы, наверное, каждый из вас этот фильм вы поняли, понимаете, каждый по-своему. Так ведь? Понимаете, потому что вот девушка сидела очень, она, понимаете, она так ловко и так четко ловила каждую мысль, определенно касающуюся вот, героев, понимаете. Она тогда, у нее лицо менялось. Вот, она, понимаете, начинает, это не только она, многие здесь были такие. Хотелось бы, Владимир Петрович, таких фильмов, вообще-то я тоже говорю, что впервые такой фильм. Хотелось бы, чтобы такие фильмы появлялись. У меня есть единственное, понимаете, такое замечание. Вот, не торопитесь. Вы, понимаете, в ходе фильма так быстро говорите, что человек, понимаешь, начинает думать, как-то быстро, понимаете, у него мелькает в голове. А если бы вы так, понимаешь, как диктор, как говорят обычно, понимаете, любой фильм, любой, имеется в виду, документальный фильм возьмите-ка, они никогда не торопятся, они тихо, так, меняя определенные интонации. У вас прекрасный фильм, у вас, понимаете, ничего нельзя сравнить. А вот еще бы было, понимаете, вот эта интонация, вы выдали бы ее туда, было бы прекрасно. Прослушать еще раз Ефима Поперяна. Да. Спасибо, Владимир Петрович. Владимир Петрович, я оставил этот фильм для себя. Я, понимаете, я его, приедет у меня второй внук, до скорой с Архангельска, так я ему покажу. Посидим, поговорим все вместе. Есть о чем поговорить. Вот Владимир Петрович вчера отправил, мы тоже с сыном посмотрели, сыну 8 лет. Мы здесь, конечно, присутствующие давно от этой сказки уже, а ему это ближе, потому что вот так получилось, что Кощей, образ Кощея его ближе.
он перед сном, когда маленький был, постоянно просил: расскажи сказку про Кощея. И я уже это про Кощея, наверное, 100 серий по-своему придумал и рассказывал. А я про Колобка уже знаю, И он говорит, а я бы всегда думал, что Кощей он киборг. И говорит, наверное, и у Василисы Прекрасной пульт был, чтобы управлять всеми этими. То есть это вот, на самом деле вот рассказ, сказание вот, и такое обсуждение сказки ребенка сближает. По современным технологиям уже понятие совсем другое. Да. И, наверное, самое главное, вот сейчас мультфильмы же, старинные мультфильмы уже не хотят смотреть, хотят уже современные, другие, а это уже, я думаю, сближает. То есть старинные мультфильмы, они уже по традициям сняты, то есть дети уже по-другому будут смотреть, я думаю. Василий Владимирович. Ну, сейчас идет засилие американских фильмов, к сожалению, вот по Никелодеону, там, по другим каналам, там вот, запустили «Буху Боба». Ну вот там они постоянно кричат, ведь опять-таки эти заокеанские фильмы, они почему запустили? Чтобы отнять души у наших российских детей. Это всем понятно. Вот этими криками, вот этим психозом. Там же один психоз. Кроме психоза я там ни сюжета не вижу, кроме тупизма и психоза, вот в этих фильмах нет. А здесь как раз есть, я уже чуть выше сказал, есть именно педагогичность. Вы знаете, тут вы такие все молодые, да, у вас мысли так быстро работают, а я отстаю уже от этого, да. Честно говорю, да. И когда кино вот это просматривал, я не успевал как же вот сказали, не успевал текст за диктором осмыслить, просто в голове все это утрясти. Но, знаете, я Володю Галошева знаю уже порядочно. Я бы сказал вам немного о другом, не только об этом фильме. Знаете, перед вами уникальный человек. У нас в Чувашии таких людей маловато, знаете. Я могу назвать по именам, чтобы долго не говорить, это Митов, это Агеев, это Проскевичи, допустим, да, вот такие имена. Розов Анатолий Сидорович. Знаете, нужно иметь талант Митова, чтобы создать что-то адекватное национальному пластическому самосознанию. Володя Галошев, он ищет это, хотя не имеет специального образования. Он что-то внутреннее пытается выразить. Этот фильм меня тоже, в общем-то, как сказать, поразил, можно сказать, потому что он здесь ищет очень такую даже совершенную форму, пока еще от формы отталкивается. Форма довольно-таки совершенная, как вы видите, да? И вот эти средства, вот эти, как их назвать, вот электронные, они позволяют это делать. Раньше кинопленка портилась, все. Так вот, здесь я увидел новый жанр в чувашском кино. Это новый жанр. Новый жанр, такого да, не было. конечно. Да. Это прямо надо сказать. Но знаете, об искусстве можно было бы долго говорить, я не буду об этом, но скажу здесь. Он делал мультфильмы на чувашский лад, так сказать, о чувашской культуре, искусстве тоже, мифологии. Это поразительно. Он ищет, сам копает. Это здорово. Такого никто не делал до него. А здесь он вообще исследователем таким вот выступил. Какой-то научный подход. Ну ладно, это здорово, новый жанр. Вот хотя бы с этим можно его поздравить, и нам порадоваться этому. Но я вам скажу по поводу принципиальных свойств, так сказать, этого фильма. Кое-что напомнить хочу. Мы не одни в этой вселенной. Она вечна и бесконечна, по философии. В вообразимом прошлом все это уже было. И мы только повторяем. Так вот, я вам пример такой приведу. В истории человечества были такие случаи, когда вот пришельцы, они прилетали где-то в средние века, и люди отмечают, в истории это отмечено, что летит некое судно, корабль, и свисает с него якорь.
Этот якорь задел за крест какого-то там церквушки. О чем это говорит? Это говорит о том, что эти пришельцы, они настолько совершенны, что они уже могут представить, чтобы их поняли, хоть как-то понимали земляне, они могут представить себя как, ну так, чтобы их поняли просто. Корабль в таком виде, в каком он понятен землянам. У них другой корабль совсем, но они представили его для понимания землян вот в виде корабля с якорем. И этот якорь зацепился за крест. Это были свидетельства-то, я читал. Это о чем говорит? Это говорит о том, что все это было, и образы, они как вот в зеркале отражаются много-много раз. И это экспериментальный подход, в общем-то, не новый, в принципе, если брать. Видите? Он уже был и в жизни даже. А то, что он его реконструирует, это очень здорово. Ну, и в таком случае я вам еще один пример приведу. Когда-то, я когда еще в школе начинал учиться в первом классе, появился фильм вот этот «Снежная королева». Вы знаете, это образец документального кино. Вот говорили же здесь люди, что мы воспитаны были на хороших мультфильмах. Мультфильмы воспитывают. И представьте, там «Снежная королева». Кстати, «Снежная королева», тогда роботов особо так и не было, мы не были избалованы знанием вот этой стороны науки. Она же, вспомните-ка, а «Снежная королева» очень, в ней мало человеческих каких-то внешних проявлений, она на робота похожа. Вспомните-ка, «Снежная королева». Я вот сидел, смотрел и думаю, в ней нет человеческих каких-то черт. Она холодная, сама по себе она холодная. И внешность ее такая, она как робот. А мы сейчас этот робот сравним, настоящий образ с роботом, как бы, перевод. Это все было, вот видите, это было уже. Вот. И в этом же фильме хорошее, что хотят сказать авторы, и сам Ганс Христиан Андерсен придумал эту сказку, кажется, да? Да. Так вот, что это очень нехорошее дело, так сказать, приближаться к роботам, вот к этой «Снежной королеве». И девочка, Кай звали его, Герда и Кай, да. Кстати, это чувашские слова. Кай, уходи, он ушел. Герда, Карда, это ограда, она хочет его в ограду поместить, Карда. Случайно ли такие совпадения? Чувашский язык. Так вот, Герда старается оттянуть своего такого любимого, да, и вернуть его к жизни настоящей, чтобы холодное что-то, что в сердце там засело, чтобы выпало, и он стал, опять же, не роботом, а человеком. Хотелось бы послушать молодых людей. Вот что у них. Давайте какие ассоциации у них задаем возникли, вопросы. Или свои суждения рассказываем. Конечно. Что вызвало интерес к изучению чувашского языка? Ну, это искусственно не выделишь, наверное. Это нужно родиться таким и жить своей жизнью. Вот мне мама, например, в детстве сказки рассказывала, я вот, как у Петра Петровича, сын, тоже любил очень слушать сказки. Ну вот, у меня вот фантазия бурная, я вот люблю фантазировать, люблю размышлять, утром особенно просыпаюсь, когда еще вот рано вставать, но уже не спишь. Вот хорошие мысли, говорят, какие хорошие дела с утра делаются, и хорошие мысли тоже утром приходят. Вот Станислав Григорьевич сказал, что это сон. Ну, может быть, да, но вот этот сон, как бы вот я его познавал, вот эту расшифровку постепенно. Сначала вот один момент я его понимал, вот это же вот так было. Но насчет процессора, насчет там системного блока, потом думал, а дерево, что могло быть деревом? Ну потом, вот я же видел вот эти параболические вот эти чашечки. Ну это может быть не совсем так, но мы же не знаем, что там на самом деле было. Ну это похоже на дерево. Вот потихонечку вот такая расшифровка, вот она в голову приходит и складывается уже целостная картина. Задала вопрос Ленину Павлову, кстати, стипендиат главы нашей республики Игнатьева. Хочу добавить, чтобы вы тоже слышали меня. Вот будучи студентом,
мы организовали выездную студенческую редакцию. Тогда мы выпускали целый номер журнала, сейчас называется «Саман», тогда нет, «Саман» назывался, да, «Саман». И вот тогда же, еще будучи студентом второго курса, Владимир, тогда уже не Петровичем был, просто Володя Галошев, он был художником этого номера. И тогда же он интересовался вот именно мифологией чувашского народа. Поэтому я предлагаю и вам, чтобы сейчас, не откладывая долгий ящик, вы занялись своим чем-то, может не чувашской мифологией, но своим именно делом, свои интересы продвигали дальше. В продолжение к этому хочу добавить. Курс выбрали, не сворачивайте никуда, потому что наверняка вот тот первый порыв, он у нас правильный. Нас родители куда-то стаскивают. Вот это бухгалтерам, экономистам будет выгодно, там, юристам будет выгодно. А в эту жизнь мы приходим для того, чтобы какой-то опыт получить. И, наверное, вот тот первый порыв, он самый правильный, самый верный. Потому что, может быть, сердцем, может быть, душой мы это чувствуем. В любом деле, в любой деятельности успеха можно добиться и финансово быть обеспеченным можно быть. Почему вы хотели раскрыть именно вот эту сказку? Ну, опять же, хочу сказать, что не именно эту, вот что близко к пониманию, она и раскрывается. Вот, или там какой-то случай произойдет, например, вот как раз в «Бессмертный полк» я тоже выходил, вот тоже, когда вернулся, или даже вот во время процессии чувствую, вот когда ура, там и сразу чувствуешь, вот все-таки дух народный чувствуется. Да. Это недаром говорили, наверное, Банга говорила вроде бы. Когда вот мертвые станут в ряд с вами, с живыми, Россия станет с колен. Вот этот дух народный, наверное, все-таки энергия народная как-то вот дает России подниматься с колен. Вот, что близко нам, что-то способствует понятию чего-то. Царевна Лягушка, вот я, например, люблю смотреть сказки. «Трех богатырей» я все время просматриваю. Дети меня ругают, опять что-нибудь сказку. Ну вот, это мне близко, это мне нравится. Я вот сам тоже хотел бы вот, мультфильмы создать, вот про улов, например. У меня готовый сценарий есть, но для этого нужно, финансы нужны. Чтобы у меня 2 студентов, вот их нужно как-то содержать, и чтобы в семье тоже благополучие было. Где именно прийти именно к такой вот расшифровке, можешь шифровать именно так вот. Ну, насчет расшифровки не думаешь. Вот, например, из этой сказки какой-то момент становится понятным. Вот вы наверняка тоже неосознанно, может, задумывались, посмотрев вот эту сказку, вот почему у Кощея Бессмертного смерть на конце иглы? Ну почему? А что может быть иглой? Вот, я уже не помню, когда это понимание ко мне как приходило. Вот, игла, может быть, что это она может быть? Вот, а игла находится в яйце. Яйцо в утке, утка в зайце, заяц в ларце. Что может быть ларцом? Вот системный блок ларцом может быть. Вот, потихонечку вот это раскрывается. Сразу она не... Вот у кого-то, может быть, сразу раскрывается. Я же вот сверхспособностей не имею. Кто-то вот ясновидящие есть, у них, может быть, сразу раскрывается. Ну, у меня вот потихонечку. Вот тоже задумывайтесь. Я поделюсь мечтой. Хочу создать второй канал. У меня в YouTube есть канал Владимир Галошев. Хочу создать второй канал, задаваться вопросом. Надо, чтобы глупых ответов не получать, нужно задавать правильные вопросы. Тогда и глупый ответ не получишь. Надо правильный вопрос задать и потихонечку вот это думать над этим, и осознание, ответ потихонечку приходит. Сначала, вот, может быть, край тайны раскрывается, потом уже обзор побольше становится, и все. Вот говорят же, спортсмен должен тренироваться. Высоту, например, прыгать или в длину. Если он не будет, один раз пойдет на уроки физкультуры, и все, у него результат небольшой будет. Ну вот говорят же, вот книги вот у Владимира Мегре я читаю. Ну, например, я вот рекомендовал бы читать вот эти книги. Владимир Мегре «Звенящие кеды России». У него 10 книг вышло,
мне они казались вначале на сказку похожими. Но потом потихонечку вот я воспринимаю за правду, все это воспринимаю за правду. Там все правда, мне кажется. И я слушаю автора этой книги, Владимира Мегре, когда он говорит, я чувствую, что он говорит от себя. А когда книгу его читаешь, это как стихи читаются, как легко идет. И когда он свои книги сам читает, тоже не то, интонации не те. Вот когда изложено на книге, читаешь, как стихи, как ручей течет, льется. Все-таки, мне кажется, вот Анастасия, там, вот, может, даже не слышали, поинтересуйтесь, очень интересная, познавательная книга. Вот. Чтобы вот познать мир, размышлять, вот такие книги интересные нужно читать. А вот не сидеть все время, в Москву уедешь там, в метро, на телефоне сидят, играют. От такой игры развитие мозга, развитие интеллекта не получится, мне кажется. Нет, наоборот, сужается мозг. Сейчас Сужается, ученые уже доказали, что мозг сужается, в общем-то, это вообще приведет к времени. Потом я Владимира Зеланда слушаю, у него аудиокниги хороший диктор читает и хорошо слушается. Ну вот и Валерий Синельников, по-моему, Валерий, да. Лермонтов, Владимир Лермонтов, Дельфания есть. Вот эти книги можете посмотреть, интересные моменты есть там. Ну вот Галина Блаватская тоже говорят, ну, это почему-то мне тяжело дается, я не могу ее читать, ее книги. Современные авторы есть, очень интересные, почитайте, на размышления наводят. Мир можете вот более полно распознать, мне кажется. Ну, жизнь она короткая, это вам сейчас кажется, жизнь она без конца идет, я всегда буду здоровым таким, молодым, легким таким, на подъем. К сожалению, этого не будет. К 40 лет, говорят, у женщины здоровье уходит потихонечку, потому что она рожает детей, здоровье теряется, зубы в первую очередь выпадают, извините меня за подробности. Но мужчины говорят, после 50, вот мне 50 лет недавно исполнилось, чувствую, что здоровым, молодым всегда не будешь. Поэтому вовремя делайте все вот такие важные дела, накапливайте бонусы, вот скажем, если кто исследователем будет, кто, может быть, дом хочет построить, коттедж большой, цель поставили, идите прямо к цели и не сворачивайте никуда, потому что жизнь один раз нам дается. Спасибо. Спасибо. Значит, мы сделаем снимок на память, где общую фотографию сделаем.